Беслан Валерьянович, сейчас очень многие в нашем обществе пытаются дать оценку событиям, произошедшим в Абхазии после 27 мая. Вот насколько, на ваш взгляд, они проходили в рамках правового поля? Оценку событий, которые произошли 27 мая, начались, вернее, они 27 мая, как государственный переворот в нашей стране. Вот насколько это соответствует действительности. Классическое определение государственного переворота мы все знаем. И, насколько я так понимаю, ни по одному из классических признаков это не подходит под это определение. Из недавних примеров государственного переворота, это вот был недавно переворот в Таиланде. Как это выглядело там? Значит? Вышли войска, заняли все основные учреждения, было приостановлено действие Конституции, военные, значит, взяли власть в свои руки. И вплоть до выборов, они вот по сегодняшний день, насколько я так понимаю, они сохраняют вот этот режим в своей стране. Что произошло у нас? Ушел в отставку президент, власть перешла, согласно Конституции, к исполняющему обязанности, которым в порядке очередности стал исполняющий обязанности спикера парламента Валерий Рамшухович Гамба. Правительство Абхазии в основном своем составе продолжает работу, главы администрации на местах продолжают свою работу, все другие чиновники работают так же, как и работали. То есть никаких попыток так называемых путчистов, да, кого называют сегодня путчистами, да, занять те или иные кресла, так сказать, их просто нет, мы этого не наблюдаем. Поэтому я могу констатировать, что все, что произошло у нас в Абхазии, так сказать, да, не является государственным переворотом. Тогда возникает вопрос, а что же это было-то, в конце концов? И вот здесь очень интересно понаблюдать, поразмышлять, так сказать, а что же это было на самом деле. И на самом деле эти события, они начались не 27 мая. У нас, как вы знаете, все эти годы есть оппозиция в Абхазии, есть гражданское общество в Абхазии, есть свободная пресса в Абхазии, которая все время, все эти годы поднимала вопросы, связанные с проблемами развития нашей страны. Ни одна проблема не замалчивалась, проходило целый ряд мероприятий, митингов, протестов и так далее, и так далее. Все это я не буду перечислять, все это известно. Сама позиция, которую высказывали люди, которые сегодня входят в Координационный совет, я имею в виду политические партии, общественные организации, она тоже как бы развивалась и привела к тому, что все эти общественные объединения и политические партии, основные, которые есть в Абхазии, они были консолидированы в рамках Координационного совета. Я думаю, что Абхазия и ее государственность прошли такой серьезный экзамен. В мире, где сегодня мы видим, что происходит, так сказать, какие события происходят, в той же Украине, допустим, и какой размах там это приняло, идет, правда, убийственная война там, значит. В нашей ситуации мы вернулись к Конституции, назначены новые выборы президента, идет подготовка сейчас к выдвижению кандидатов в президенты. И в целом наше общество приняло эту ситуацию. Конечно, есть шероховатости, есть, можно сказать о том, что не совсем это конституционно, там, и так далее, и так далее. Но на самом деле, да, был вот в этой ситуации, как мне кажется, был осуществлен принцип народовластия. Народовластия. То есть народный сход, а это был именно народный сход, там никак по-другому его оценить невозможно. Такое количество людей пришло, значит, к зданию в начале театра, а потом они переместились к президентскому дворцу.
Так вот, это количество людей, это не какая-то отдельная группа людей, а это люди, которые пришли со своими вопросами, проблемами и хотели услышать позицию президента. Поэтому был осуществлен принцип народовластия, по большому счету. Вот вы сейчас сказали о гражданском обществе и о том, что большинство партий входят в Координационный совет. Но, в общем-то, наверное, не все партии и не все общественные движения входят в этот Координационный совет. И вот в кругах гражданского общества было высказано мнение, что 8 тысяч человек не могут говорить от всего народа. Вот как вы считаете, все-таки вот этот Временный совет национального доверия, он как бы самопровозглашенный орган или он действительно отражает интересы всего народа, вот на ваш взгляд? Ну, давайте, во-первых, значит, по очереди тогда я буду отвечать. Вы назвали цифру 8 тысяч, она не соответствует действительности. В эти дни был организован сбор подписей людей, которые там собрались. Последняя цифра, которую я знаю, она приближала где-то к 30 тысячам. Последняя цифра. Это первое. Второе. Координационный совет объединяет большинство политических партий и очень многих значимых общественных организаций. И, собственно говоря, создан прообраз, как мне кажется, будущего некого коллегиального органа, о необходимости которого я много раз говорил в своих статьях за все эти годы. Вот за последние 2 года у меня более 200 статей на эту тему написано, так сказать. И я практически в каждой статье предлагал создать некий орган консультативный при президенте страны, в который вошли бы представители всех политических партий и всех общественных организаций, представители национальных объединений, в Абхазии их тоже немало, так сказать. И, наверное, можно было бы вот в рамках этого органа, да, обсуждать вопросы стратегического развития Абхазии, направления какие-то выбирать и так далее. И это была бы возможность для президента держать руку на пульсе того, что происходит в обществе. И любые его решения, если бы он опирался бы, допустим, на решение вот такого консультативного органа, решение все равно президент будет принимать, но ему легче будет принимать решения, опираясь на мнение консультативного вот этого органа, в который вошли бы, еще раз повторяю, представители всего гражданского общества Абхазии. Я удивляюсь, почему это не было реализовано. Мы много раз ставили этот вопрос, к сожалению, нас не услышали, вот прежние власти. Я надеюсь, что вот сейчас, в данный момент, как раз формируется этот орган. Как он будет называться, это как бы жизнь покажет, да. Сегодня он называется Координационный совет. Но я думаю, что он плавно там перерастет все-таки вот в такую организацию, которая могла бы вот определять вопросы стратегического будущего нашей страны. Не знаю, ответил я или нет. Но... Вот если вы считаете, что в обществе в данный момент какое-то единство все-таки существует, то логично было бы предположить, что будет один кандидат выдвигаться от Координационного совета в президенты. Тем не менее, скорее всего, будет выдвинуто несколько кандидатов, и не только от вот этого органа, но еще и от каких-то других организаций, инициативных групп, партий. Вот как вы это расцениваете? Значит, не у всех единое мнение? Ну, упаси Боже, чтобы у нас у всех было единое мнение. Это уже мы проходили в нашей истории. Это первое. Второе. Я не являюсь членом Координационного совета, но я знаю практически всех, кто в нем участвует, и, естественно, какую-то информацию получаю. Насколько мне известно, от Координационного совета будет выдвинута единая кандидатура на пост главы государства на предстоящих выборах. Но это совершенно не означает, что не будут выдвинуты другие кандидаты от других политических партий. Это полностью соответствует нашей Конституции. Никто этого не боится. Наоборот, конкуренция, она как раз должна присутствовать, если мы говорим о развитии демократии. Мне кажется, что у нас демократия развивается нормально в Абхазии.
и никто никого не пытается зажимать, хотя, конечно, какие-то перекосы бывают, но по-крупному, если взять, мы с вами спокойно выходим на улицу, так сказать, вот сейчас мы с вами поговорим, наверное, пойдем, каждый займется какими-то своими делами, то есть абсолютно никакого напряжения. А вам не кажется, что это временное затишье? Да нет, мне кажется, что сейчас в сроки, определенные Центральной избирательной комиссией, произойдет выдвижение кандидатов, начнется обычная рутинная работа. Конечно же, вот вся эта ситуация тоже требует осмысления. За последние 20 лет мы провели несколько раз выборы, и последние выборы, начиная с 2004 года, проходят очень драматично в Абхазии. Вот этого мы и боимся. Да, драматично проходит. И, может быть, на мой взгляд, да, существующая система выборов президента, может быть, она не подходит нам. Надо подумать над этим тоже. Почему? Потому что каждый раз, отправляясь на выборы, мы идем как на войну. Так не должно быть. Идя на выборы, мы должны идти как на праздник, потому что выборы – это свидетельство того, что наша страна есть, и что в ней есть свободные граждане, которые предлагают кандидатов в президенты и голосуют. Поверьте, что есть много вариантов, как избирать президента. Но, к сожалению, у нас осталось всего 3 месяца, и вряд ли этот опыт удастся перенять в течение такого короткого срока. Абсолютно согласен. Да, сейчас мы, конечно же, никаких экспериментов, наверное, не будем проводить в Абхазии. Да. Выборы должны пройти, должен быть избран президент государства согласно тем законам, которые есть сегодня. Но дальше надо смотреть и совершенствовать всю нашу управленческую систему и выборную систему в том числе. Я бы хотел обратить ваше внимание еще вот на один момент, на который мало кто пока обращает внимание. Не обратили почему-то, я не знаю, хотя это очевидная вещь. У нас, к сожалению, в последние 10 лет сложилось такое понимание политической ситуации. Есть одна сторона, есть другая сторона. Вот последние события, которые произошли в нашей стране, пиком которых стали события 27 мая, они показали, что появилась третья сила. Что я имею в виду? Появилась молодежь. Что я имею в виду? Не отдельные люди, потому что молодежь всегда принимала участие в тех или иных событиях, а молодежь, которая объединена в свои организации. Это как минимум 2 организации, хотя их гораздо больше, мне кажется. Но на слуху, значит, это «Молодая Абхазия» и это, конечно же, «Айнар». 2 организации. И я хочу сказать, что у этих людей, у наших молодых людей, абсолютно свой взгляд на происходящее, свое понимание происходящих процессов и свое видение, как выходить из этой ситуации. Еще пройдет лет 5-6, может быть, да, и вот эти молодые люди, они начнут постепенно замещать политическую элиту в Абхазии. Каковы ваши прогнозы? Вот какой бы вы хотели видеть Абхазию? Сейчас, естественно, грядут перемены, и хотелось бы знать, в чем вы хотите видеть перемены, и что из наших традиций, из того, что складывалось на протяжении 20 лет, следовало бы все-таки сохранить? Ну, давайте тогда я чуть начну с прошлого, так сказать, нашего, да. Ну, допустим, вот, если взять период войны, да, 92-93 год. Я же помню, о чем мы тогда мечтали. Вот то, о чем мы мечтали тогда, совершенно не соответствует тому, что у нас есть сегодня. А между тем прошло уже 20 с лишним лет. И мы на пороге выборов 4-го уже президента Абхазии. Из них, значит, 2 мы уже выбирали в условиях признанного государства. И, к сожалению, значит, на этой маленькой территории у нас остается по сегодняшний день очень много проблем. Еще раз повторяю, все эти годы мы не молчали. Все эти годы мы пытались, значит, донести свою точку зрения до руководства Абхазии. Ведь много было звоночков на самом деле для действующих властей,
которые они не обращали внимания. И в результате это все привело к событиям 27 мая. Если, допустим, будущие власти, которых изберут, и они не пойдут по пути реформ, то следующий народный сход, он не заставит себя ждать. Но это значит вечная Понимаете, нестабильность. Да. Но ведь все-таки, зная тех людей, которые, так сказать, возглавляют сегодня Координационный совет и Временный совет народного доверия, я думаю, что эти люди способны провести необходимые реформы для того, чтобы наша страна получила новый импульс к развитию. У нас очень маленькая территория. У нас 250 тысяч человек, проживающих здесь. У нас есть большие внутренние ресурсы в Абхазии, которые никак не задействованы, не использованы. По самым скромным оценкам экономистов, ведущих, мнению которых я доверяю, бюджет Абхазии мог бы составлять из собственных источников примерно $1 миллиард. Неужели нас устраивает вот этот раздутый штат чиновников, где порядка 40 ведомств, самых различных министерств, комитетов и так далее, и структура правительства Абхазии подошла бы к такой стране, как Китай, наверное. Зачем это нужно, если у нас, допустим, есть примеры успешных стран, сопоставимых по территории, по количеству населения с нами? В Организации Объединенных Наций, я много раз повторяю эту цифру, 32 страны, которые по территории, по количеству людей меньше, чем Абхазия. Но они являются признанными членами Организации Объединенных Наций. И во многих из них абсолютно комфортная жизнь для граждан этой страны. Почему мы не можем применить этот опыт здесь? И из тех людей, которые входят в Координационный совет, из тех, кто, я думаю, будет в составе первых 3 руководителей входить на выборы, есть люди, которые поездили по этому миру и увидели, как живут люди, и знают, как это организовать. А вы уверены, что знают? Или это просто декларирование? Сомневаться можно, конечно, во всем, в том, что, я не знаю, вот этот телефон, это не телефон, допустим, и так далее. Да? Мы можем на эту тему бесконечно дискутировать. На самом деле, есть простые вещи, так сказать, которые надо делать сегодня, которые не требуют каких-то больших затрат, а требуют просто переформатирования внутренней управленческой системы. Но прежде чем это сделать, надо прийти к пониманию, чего мы хотим строить. Вот когда будет понимание того, чего мы хотим строить, да, исходя из этого будет выстраиваться новая управленческая система. Нам тоже надо будет развернуть немножко и внутреннюю ситуацию, чтобы у нас стремления людей были немножко другие. Ведь во всем мире, да, в управленческие структуры мало кто стремится попасть. В основном люди, на 70-80% граждан успешных государств, это представители малого и среднего бизнеса, которые имеют свой бизнес, кормят свои семьи и являются основным источником поступления налогов в бюджет своей страны. У нас с вами, к сожалению, перекос в обратную сторону. У нас большинство наших граждан являются получателями бюджетных зарплат. А бюджетные зарплаты это всегда очень мало. Их не хватает. Поэтому немножко надо как-то вот разворачивать внутреннее тоже понимание и отношение к жизни. Но для этого надо создавать соответствующие условия. Это все в руках у государства. Любой молодой человек, если у него голова валит на плечах, он должен иметь возможность прийти в банк, представить бизнес-план и сказать: я хочу вот развить свой бизнес какой-то. Во всем мире через получение кредитов люди развивают свой бизнес. Если мы сможем создать внутри Абхазии ситуацию, когда люди будут получать кредиты под очень маленькие проценты и на очень долгий период, и я бы даже продолжил, да, и
допустим, молодой человек создал бизнес, там, получил кредит, да, получил ипотечный кредит, тоже надо молодым семьям выдавать на долгий срок, под маленький процент. Родился один ребенок, списали часть кредита. Родилось 2 детей, списали еще больше. Родилось, допустим, 4-5, списали полностью кредит. Я бы попробовал со стороны государства применить еще другие стимулы. У нас сегодня ситуация, когда все устремились из сел в города. Работы в городах нету, села пустеют, землю никто не обрабатывает и не хочет обрабатывать. Конечно, понятно, это тяжелый труд, так сказать, и так далее. Но если мы сможем через создание преференций со стороны государства сделать обратный процесс, да, чтобы во всем мире это так. Люди не живут в городах, люди с удовольствием уезжают жить как бы в села. А что такое у нас Абхазия? Это не надо 500 километров ехать, да? Через 10-15 минут, ты, полчаса, пускай ты доезжаешь как бы до любого села Абхазии. Если мы сможем создать ситуацию развития бизнеса на селе через, опять, преференции государственные, да, а это абсолютно решаемая задача, я думаю, Абхазия засверкает совершенно по-другому.